Здравствуйте, уважаемые казахстанцы! С вами сегодня Жан Шандос и партия Алаш. Мы сегодня хотим с вами обсудить актуальную проблему по электроэнергии, которая имеет место по всему Казахстану, в основном по Алматинской области, дачных массивах и сельских местностях. Сегодня к нам пришла в гости специалист по электроэнергии, директор ТО «Когдала Сервис» Варвара Михайловна Лишкевич. Здравствуйте, Варвара Михайловна. Здравствуйте. Спасибо огромное, что вы уделили нам время и пришли сегодня. Я хочу вам задать вопрос как специалисту сразу. Вы понимаете, что происходит сейчас в дачных массивах, в сельских местностях, как человек, который сами занимаетесь по обеспечению электроэнергии. Что вы можете сказать? Что происходит? Какие проблемы имеют место? И какие органы, местные исполнительные органы и другие должны вмешаться, чтобы у нас не было коллапса по электроэнергии, чтобы наконец-то решить вот этот дефицит по электроэнергии? Ваше мнение и видение, и проблемы, которые вы сами столкнулись. Можете рассказать коротко? Конечно. Здравствуйте, уважаемые казахстанцы. Мне очень приятно участвовать в такой необычной диалоге, я бы сказала. С чем мы столкнулись как компания ТО? Мы обслуживаем частное население, у нас в собственности ТП, трансформаторная подстанция, и линии по улицам, до домов абонентов. Мы работаем по договорам с каждым индивидуальным домом. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это подача электроэнергии непосредственно до нас. То есть мы подключены к линиям РЭС АЖК Алматинской области. Мощности очень низкие, сложности постоянные, отключения постоянные от электричества, и, соответственно, население недовольно. Недовольны они в первую очередь нами, как ТО, потому что оплачивают нам содержание наших линий, оплачивают по киловаттам нам, то есть головной учет мы оплачиваем энергосбыт. В 2017 году непосредственно акиматом Карасайского района и нами было принято решение передачи на доверительное управление ГКП. Мы надеялись, что эту проблему решим. Но со временем мы разобрались, что ничем нам не поможет ГКП, которая занимается также перераспределением той же энергии, которая поступает от АЖК Алматинской области. В АЖК, ну что я вам могу сказать? Ужасные, конечно, подстанции, в ужасном состоянии, постоянно выбивает любой свет, любой ветер, люди остаются без электричества. Что происходит в ГКП? ГКП немного решила проблему непосредственно оплаты от населения. То есть они оплату от населения принимают без кассовых аппаратов, это в первую очередь. Так работают, насколько я знаю, Жомарт. Все дачные массивы. Да, большинство дачных массивов, это уже после моего, то есть, обследования нескольких вокруг, выяснилось, что да, работают без кассовых аппаратов. Далее, следующая интересная ситуация. Выяснилось, что ГКП оплачивает в энергосбыт от 10 до 30% собранных средств с абонентов. Собраны ли это средства, тоже не особо понятно. Но использованные киловатты мы это, конечно, проверяли. По головному учету насчитывается 3,5-4 миллиона. Должно проходить через счетчик головного учета, потому что абоненты используют эти киловатты, а оплата в энергосбыт поступает не более миллиона. Также работает несколько дачных массивов у нас в Алматинской области. Нами также был проверены трансформаторы, головные учеты. И здесь, собственно, не нужно высшей математикой владеть, нужно понимать, сколько абонентов на одном трансформаторе, понимать, сколько средний показатель годового учета между
абонентами, то есть снятие показаний и ежемесячная, ну хотя бы этого месяца оплата в энергосбыт. То есть для этого ничего не нужно, абонентов в нашем массиве немного, около 600 абонентов, то есть это займет около 1 дня. Но нет, ответ был от АЖК, от энергосбыта, от энергонадзора, от акимата Карасайского района, что они не имеют права вмешиваться. То есть никто не имеет права вмешаться. А теперь подскажите, я прошу вмешаться, я собственник, я директор ТО, я имею договора с нашими абонентами, кто должен разрешить? Еще кто должен разрешить? Это вмешательство. То есть они говорят, что это незаконно. Чем незаконно? Сам директор просит, вмешайтесь, разберитесь, в чем сложность, почему недоплата, почему нет или недосбор с абонентов. Если не собирают эту сумму с абонентов, то есть 70% не сбор с абонентов, а куда эти деньги? Кто их получает? Может быть, поэтому и работают без кассового аппарата, чтобы не фиксировать? Все непрозрачно, да, хотите сказать? Нет, там ни о чем, там нету прозрачности совершенно. Чтобы было понятно всем казахстанцам, я хочу коротко объяснить, что в настоящее время, начиная с дачных массивах, даже в сельских местностях, даже в городах, сейчас идет нарушение по обеспечению электроэнергии. Как это проявляется? Во-первых, в дачных массивах, в селах тарифы на электроэнергию очень дорогие. Несмотря на это, люди не обеспечены качественно доступной электроэнергией. И все обеспечение электроэнергии идет нарушениями, нормативами, которые должны соблюдаться по части электроэнергии. Во-первых. Во-вторых, другие органы, которые должны, да, компетентны, должны контролировать всю эту работу, проверять, они только, грубо говоря, даже в нашем случае по Жомарту, они отписывали. Даже вот в случае по Жомарту, который проживает более 5000 граждан, больше 2200 абонементов, нам дали отписку. Мы получили отписки, начиная с акимата, антимонопольный комитет, генеральная прокуратура, все органы, все ни при чем, и никто не хочет туда вмешаться, не хочет проверять, даже несмотря на тысячные обращения, подписи, никто не хочет в эти моменты выявлять и принять меры в отношении виновных лиц, которые, грубо говоря, занимаются хищением электроэнергии, из-за чего страдает простой народ. Также я видел ваши все заявления, которые более, если не ошибаюсь, более 3 лет или 5 лет вы занимаетесь борьбой. 3 года занимаетесь борьбой с органами, которые ответственны за эти ситуации. Вам тоже приходят отписки и никаких мер не принимается. Если, Варвара Михайловна, вопрос, если дальше будет так продолжаться, к чему может это привести? Я так понимаю, что я не специалист по электроэнергии, но по примеру Жомарта я убедился, что на самом деле те люди, которые должны, они обходят этот момент и нарушаются права людей, и это кому-то выгодно, и значит это является отдельным кормушкой для отдельных лиц, которые имеют свою долю. Вот будем говорить все своими именами, да? И если так будет продолжаться и все органы будут отписывать, компетентные органы, к чему может это привести и как мы можем это решить? Мы прошли все инстанции с вами, да? Мы прошли все органы, мы ко всем обращались. И несмотря на то, что уже факты налицо, никто не хочет принимать меры. Даже последнее заявление, уважаемые казахстанцы, нами было сдано 22 апреля 2021 года от имени ТО «Когдала сервис» и от имени нашей партии, чтобы наконец-то Касым-Жомарт Кемелевич разобрался по этой части хищения электроэнергии, потому что вообще без электроэнергии, я думаю, цифровизация и никто не может существовать. Тем более, несмотря на высокие тарифы. Я хочу от вас услышать, что вы предлагаете. Ну, я в первую очередь буду всех пугать и говорить, что произойдет, если мы будем продолжать работать в том же духе. Но, насколько мы знаем, сейчас тариф за электроснабжение опять поднялся. 45, более 45 компаний энергоснабжения, энергосбытов по Казахстану подняли тарифы на 15%. Исправит ли это ситуацию? Нет, я уверена, что это не исправит ситуацию. Хищение электроэнергии у нас происходит от 70% и более.
У нас работают такие ЖК, то есть жилые комплексы, которые имеют в собственности трансформаторы, которые собирают с абонентов. У нас есть такие дачные массивы, их очень много. У нас есть частные трансформаторы, в частности, как и наши, и вокруг нашего микрорайона около 18 частных трансформаторов, которые обеспечивают по улице по 2. И, то есть мы видим, мы понимаем, мы имеем доступ к трансформаторам, то есть каждый из них, то есть, да, либо укрывательством, либо недоплатой занимается, либо договорами какими-то совершенно непонятными с населением. То есть, что я могу сказать? 70% оплачено и использовано электроэнергии, не доходит суммы до непосредственно таких, ну как АЖК, то есть ремонты, которые производят ремонты непосредственно больших 110-х линий, 35-х линий. То есть деньги не доходят до адресата для ремонта. А электричество – это тариф, это монопольная среда, то есть там неоткуда больше получить дохода для того, чтобы вложить в этот ремонт. То есть в эту амортизацию, соответственно, откуда у нас будут хорошие мощности, откуда у нас будет хорошие линии, откуда у нас качественная будет поставка электроснабжения, хотя бы до тех ТП, которые мы содержим. И что вы откуда? В первую очередь это коррупционные риски. Я все-таки уверена на 1000%, что у нас в Казахстане электрооборудование не ремонтировалось еще с Советского Союза. То есть с того времени происходят всевозможные эти хищения. То есть это все открыто, можно посчитать, посмотреть. Для этого не нужно, еще раз повторяю, высшую математику изучать. Во-первых, коррупционное. Во-вторых, воровство. Насколько это удобно, насколько это выгодно, в первую очередь нужно убрать все энергосбытовские компании. То есть почему мы не работаем напрямую с АЖК? Мне совершенно непонятно, чем АЖК не может напрямую собирать с абонентов электроснабжение, за электроснабжение, Энергосбыт за киловатт. какие полномочия выполняет? Они просто являются посредниками? Да, они просто собирают деньги за потребленные киловатты. Но от них никакой пользы нету, да? Никакой? По сути, никакой пользы, да. Но вот и я тоже являюсь посредником. Я очень в любой момент готова передать в АЖК сбор по киловаттам. Свои линии мы обслуживаем и содержим сами, это наша собственность, это актив нашей компании. Но по киловаттам сети очень длинные, большие, подстанции большие. Почему мы сразу не можем оплатить? Почему я собираю, почему ГКП собирает по головному учету? У нас получается 3 посредника. Собираю я, передаю ГКП, ГКП в энергосбыт платит, а энергосбыт в АЖК передает. Зачем столько прослоек, которые каждый из нас имеет определенный доход? Хорошо, если доход. А я утверждаю, что имеют определенные деньги, которые не доходят до АЖК. И являются коррупционными рисками. Ну, конечно, это в первую очередь коррупционно. И на это уходит от 70 до 90%. Еще один вопрос. Вы с этим предложением конкретно, да, что энергосбыт, как специалист, знаете, что она является только посредником, что можно убрать энергосбыт и работать совместно в прямом направлении с АЖК. Были с вашей стороны вот эти предложения озвучены или написаны в администрацию президента или полномочного органа, министерства, или вы просто сейчас у нас это озвучиваете? Нет, которое было вами передано обращение президенту, да, я это написала. То есть непосредственно весь сравнительный анализ. Сколько оплата абонентов, сколько доходит. У нас головные учеты, как они работают, как трансформаторы работают. То есть я все это описала и рассказала, как работают ГКП, как работают председатели дачных массивов. И я очень надеюсь, что у нас большое количество общественных деятелей уже об этом говорят.
То есть люди это понимают. Это уже хорошо. Да, это уже хорошо. Мы уже сейчас осознаем, что что-то здесь неправильно. То есть тариф утвержденный, мы по нему платим, имеет доход несколько, ну вот вы говорите 28 тенге платят, то есть это сколько посредников имеют доход. То есть наше население оплачивает все потребления электроснабжения. По какой такой причине мы сейчас не получаем это качественное электричество? Но вот я отвечу на ваш еще вопрос, чем нам это грозит. Нам это грозит коллапсом. Почему? Потому что тариф, все деньги, которые тариф утверждает, который население оплачивает, АЖК не получает. Если они чужие карманы, да? Да, они не получают, значит ремонта у нас нету, значит веерное отключение вполне закономерно. Также я знаю, что, Варвара Михайловна, что вы встречаетесь совместно Ириной Владимировной, которая работает в Народной партии, да, с инвесторами Малайзии. И на этот счет какие у вас есть надежды или просто вот по этой части, в этом направлении, чтобы перейти более безопасной, более экономичной, более экологичной, да, солнечной батареи? Есть у нас возможность в нашей стране? Или обратно же у нас будут такие же коррупционные риски, или есть какие-то трудности? Как вы это видите в будущем? Ну, начнем с оптимистической стороны, с наших расчетов, которые мы ввели еще с 2010 года, потому что мы понимаем, что нам при супер замечательной нашей работе как ТО и наших специалистов мы не можем людей обеспечить качественным электроснабжением, потому что у нас, да, АЖК так работает. Да, мы в первую очередь рассчитывали газовый генератор. Что я вам могу сказать? По себестоимости тариф у нас не превышал 12 тенге. То есть на тот момент, когда было около 17. То есть это тариф был, как сказать, очень оптимистичный. Можно было еще и предоставить несколько вариантов. Но у нас газ тоже находится в частной собственности. То есть обеспечивать людей генератор покупным газом и из этого даже передавать электричество населению, при этом даже мы имели большой плюс в оплатах киловатт. То есть сейчас это еще дешевле, то есть возможно. Вот говорили о солнечных батареях. Та же самая ситуация, то есть себестоимость тариф не превышает на сегодняшний момент 6-8 тенге за киловатт. Да, само оборудование значительно дороже, чем подключение к АЖК, к линиям РЭС, но и выгодно она существенная. На этом оптимистическая нота заканчивается, и начинается ситуация, которая у нас в Казахстане является самой основной, это коррупция. На тот момент, когда мы уже практически приняли решение вкладывать в газовые генераторы, и что нам нужно это, и что это действительно качественно, и мы можем себе это позволить, и население в том числе, да, был разговор с одним из представителей АЖК, и мне настоятельно было передана рекомендация, что этого делать категорически нельзя. Во-первых, сразу АЖК лишается монополии, энергосбыт лишается монополии. То есть мы являемся поставщиками, мы являемся добытчиком электроснабжения. И в этом смысле нужна лицензию, которую мы никогда не получим. Ту сумму, которая была озвучена за стоимость лицензии, то есть нам это было невозможно, и, соответственно, это ложилось на тариф. Исходя из этого, тариф у нас значительно превышал уже на тот момент АЖК. Это уже становилось нецелесообразно. Далее, та же ситуация у нас возникла с ветряными мельницами в Капчагае. То есть, когда мы обратились к поставщикам непосредственно, нам предложили, то есть, несколько, как сказать, тарифов,
опять же, в которую входила лицензия. Все, на этом ситуация была практически закрыта. Разговаривая и обсуждая этот момент с несколькими инвесторами, сразу решается вопрос по коррупции нашего Казахстана. Мы с этим столкнулись, и сразу вопрос отпадает. То есть решать вопрос альтернативной энергетики без решения коррупционных составляющих нашего Казахстана, я пока в это не верю. Все понятно. Получается, если мы не хотим остаться в полной темноте, мы должны сначала бороться с коррупцией, которая у нас охватила полную систему Республики Казахстан, к сожалению. Вы сами знаете, что недавно у нас поменяли председателя антикоррупционной службы Республики Казахстан Алижа Камбаевича и назначили нового руководителя. Мы очень возлагаем большие надежды. У нас тоже большие надежды, потому что начиная с Алматинской области, к сожалению, это пример всему Казахстану, у нас во всех отраслях коррупция. Даже по электроэнергии, а электроэнергия у нас является самой актуальной проблемой, потому что основными, да, мы не можем остаться в темноте, во-первых. Во-вторых, если в конце концов мы не решим эту проблему, это уже может сказаться на всей работе правительства, вы сами знаете. Поэтому я надеюсь, что это видео, наше интервью будет смотреть правительство, другие компетентные органы, заинтересованные лица. Потому что это касается не только нас, активистов или жителей дачных массивов, сельских местностей или отдельных лиц, которые занимаются в системе обеспечения электроэнергии, специалистов. Это касается всех казахстанцев. Вот. Спасибо, Базарам, огромное. Я надеюсь, что мы дальше будем с вами сотрудничать, потому что у нас одна цель, одна страна. И мы хотим, чтобы в этой стране было как-то... Хочу в этой ноте закончить, чтобы все было ярко и светло. Спасибо.